С наступлением лета движение транспорта через водные артерии стало заметно больше. На переправе через главную реку Якутии в минувшие выходные вновь наблюдались конфликты среди желающих переправиться на противоположный берег. Будет ли налажена работа паромов, помогает ли новое приложение по отслеживанию транспорта и как будет обустраиваться территория причалов? Об этом мы поговорим сегодня с председателем правительства Республики Саха-Якутия Владимиром Солодовым. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. В минувшие выходные вы уже переправлялись на противоположный берег. Что можете сказать о работе перевозчиков? Ведь в прошлую пятницу уже наблюдались некоторые конфликты. В первую очередь вы совершенно правы, что организация паромной переправы – один из наиболее острых и актуальных вопросов, которые волнуют жителей Якутска и окрестных населенных пунктов в летний период. Дело в том, что традиционно так сложилось, что в организацию переправы вовлечено несколько сторон. Это и мэрия города Якутска, которой принадлежит участок перед паромом, и перевозчики. У нас 3 перевозчика осуществляют паромную переправу, 11 паромов в общей сложности задействовано. Это и район Мегино-Кангаласки, который организует переправу со стороны Нижнего Бестяха. Поэтому в каком-то смысле можно действительно согласиться, что до последнего времени у семьи нянек дитя было без глаза. Но сейчас мы вплотную занимаемся вопросом, создана правительственная комиссия при Минтрансе, и я лично большое внимание уделяю тому, чтобы организовать должное взаимодействие всех структур по перевозке граждан. А планируется ли усилить контроль во время проведения СЭХа? Ведь именно в это время будет большое скопление транспорта. Ну вот как раз с целью выяснить, как ситуация на переправе, я позавчера, в воскресенье, и ездил сам лично на переправу. На самом деле ситуация стабильная, я могу сказать. Исторически так сложилось, что на стороне Нижнего Бестяха у нас один подъезд, и поэтому там порядок вообще, на самом деле, на должном уровне. Я когда был, это был час пик, воскресенье вечер, при этом в тот момент люди ждали примерно 30-40 минут, что, в общем, вполне приемлемо. Очередь организована, дежурит наряд полиции, есть кафе работает, туалеты, и в целом ситуация нормальная. Со стороны города Якутска похуже, потому что у нас несколько заездов на причалы, и в часы пик наблюдается столпотворение. Тут надо отметить, что именно паромная переправа, а там очень четко видны часы пик, когда люди одновременно хотят уехать, и ожидаемо возникают очереди. Ну и, к сожалению, культура водителей наших до сих пор оставляет желать лучшего. Поэтому мы вовсю готовимся к наступающим праздникам. У нас следующие выходные, через выходные будет СЭХ Туймада, и потом у нас будут спортивные игры в Амге. Поэтому на 3 следующих выходных дня мы сейчас уже ведем подготовку. Что будет сделано дополнительно к тому, что уже есть? Я дал уже поручение о том, чтобы дополнительный паром начал функционировать, паром, который принадлежит ЛОРПу, который позволит снять напряженность именно в эти дни. Кроме того, будут усилены наряды полиции, потому что, как показывает практика, все равно присутствие правоохранительных органов, оно позволяет минимизировать или устранить стычки, или охлаждает поведение тех, кто сильно торопится и пытается влезть без очереди. Кроме того, я хочу напомнить, что у нас уже для паромов разработано и запущено электронное приложение, Best Паром называется, которое позволяет онлайн смотреть, как паромы подходят, и планировать свое время. И важнейшее тоже направление – это начало работы веб-камер. Уже оснащены камерами паромы со стороны Якутска. Основное здесь – это на самом деле дать возможность гражданам самим планировать время приезда. Я приведу примеры. В прошлую пятницу, когда, вы правы, у нас было столпотворение на пароме, люди ждали по 3-4 часа, одновременно те, кто поехали на переправу Максагалох, переправились вообще без очереди, без проблем. Или можно было спланировать чуть позже приехать, например, в 10, в 11 вечера, когда тоже очередь уже рассосалась. Камеры позволят нам эти вопросы решить, позволят штрафовать нарушителей. Ну и кроме того, мы планируем сделать трансляцию онлайн, поэтому все жители могут, что называется, знать в лицо героев, которые сильно торопятся и хотят первыми влезть на паром. Это как раз-таки о культуре водителей. А скажите, возможно ли увеличить количество паромов?
Ну, радикально увеличить не представляется возможным. Связано это с тем, что у нас паромная переправа, как я уже сказал, остро пиковая нагрузка. То есть, если в часы пик у нас ожидается, ну, как бы очередь, и реально мощности паромов не хватает, ну, примерно в 2 раза, чтобы без очереди проходить, то, например, если мы с вами сейчас поедем на переправу, то там не будет ни одной машины. И в этой ситуации наращивать парк паромов, постоянно работающих, это, ну, нецелесообразно, потому что они будут стоять всю неделю, чтобы возить несколько часов в пятницу и в воскресенье. Одновременно, как я уже сказал, мы на пиковые дни будем подключать паром дополнительный лорпа. Вот. И ключевое, что нужно на самом деле нам всем вместе планировать приезд на переправу, ну а на переправе обеспечивать порядок, это уже во многом сделано. Кстати, могу сказать, что по сравнению с прошлым годом порядка все-таки существенно прибавилось. Сыграли свою роль и ограждения, которые были поставлены, вот, сыграли свою роль и средства планирования, в том числе электронное приложение. Но, конечно, много предстоит сделать. К слову о приложении по отслеживанию паромов. Скажите, оправдало ли оно свои ожидания? И да, и нет. Я, когда начинал заниматься в прошлом году этой работой, я считал, что можно сделать электронные билеты. Сейчас я уверен, что сделать это не представляется возможным без полного переоборудования всех причалов, а это многомиллиардные инвестиции. Ну, потому что для того, чтобы заранее понимать, сколько машин въедет на паром, необходимо оснащение и барьерами, и там все площадки, подготовка, и это действительно такая, по сути, невыполнимая задача. В этом смысле электронные билеты пока мы не будем делать. Одновременно само приложение уже работает, и оно повышает уровень удобства. Как я уже сказал, оно позволяет в онлайн-режиме отслеживать прибытие парома, оно позволяет планировать время, оно как расписание фиксирует время при приезда и отбытия паромов. Кроме того, я сейчас собираю приложения тех, кто активно пользуется паромной переправой. Есть очень интересная идея. Вот я приведу один из примеров в комментариях у меня в Инстаграме. Предложили делать при ожидании погрузки на паром расстановку и фиксировать ее в виде таких флажков, которые на магнитах на крыше машин устанавливаются. Тем самым паромщику, когда заезжают машины, проще будет расставлять, не нужно будет сходу схему придумывать, она уже будет флажками определена. Ну и можно будет безбилетников тоже блокировать. Не безбилетников, те, кто очередь обходит, потому что если у тебя нет флажка, значит ты не стоял в очереди. Вот, думаю, что мы попробуем поэкспериментировать с этими и другими решениями. Пользуясь случаем, я хотел предложить тем, кто регулярно пользуется паромами, направлять свои предложения. Мы обязательно их все рассмотрим и постараемся учесть при дальнейшем совершенствовании работы паромной переправы. Известно ли, сколько пользователей у приложения? Сейчас точной цифры нет, но я по отзывам вижу, что приложение набирает популярность и все больше пользователей собирает. Но кроме того, надо сказать, что сейчас только один перевозчик пользуется, мы в ближайшее время подключим остальных. И еще хочу сказать, что из того, что мы рассчитываем в ближайшее время сделать, это, конечно, благоустройство территории. Потому что, хотя, как я уже сказал, порядка стало больше, но сама территория, конечно, выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. А с учетом того, что наши жители проводят все равно значительное время в очереди, нам, конечно, нужно работать, потому чтобы сделать это пребывание максимально комфортным. Со стороны Нижнего Бестяха, в общем, обустройство активно идет, там муниципальное предприятие занимается этим, ряд кафе работают, туалеты есть, и домики достраиваются, чтобы дополнительные услуги оказывать. Со стороны Якутска мы будем сейчас включать обязательные работы по благоустройству в арендные соглашения, которые будут заключать перевозчики с городом. Буквально сейчас на разработке это приложение, это задача города. Вот, потому что, конечно, к сожалению, в данном случае город Якутск немножко отстает от Нижнего Бестяха по уровню комфорта и благоустройства. Но вот это тоже то, что в ближайшие недели мы исправим. И к июлю мне перевозчики уже сообщили, что они планируют, чтобы кафе со стороны Якутска тоже начали работать. А что еще планируется сделать в плане обустройства? То есть, может быть, какие-нибудь зоны отдыха? Все-таки это излюбленное место многих. Ну, это уже сейчас определяется, собственно, арендаторами, вернее, арендодателями вместе с перевозчиками. Город сейчас разрабатывает проект планировки территории, которая прилегает к причалам и, собственно, сами причалы. Мы пока упорядочили схему движения,
поставили разделительные полосы и оборудовали их камерами. Сейчас город делает целостную планировку, и дальнейшее развитие будет включено в договор перевозчика как обязательные требования по благоустройству. И в завершении разговора не можем не спросить о мосте через реку Лена. Как идет продвижение проекта? Ну, вы правы, что радикальное решение вопроса паромной переправы – это построить мост. Это самый распространенный ответ на вопрос, когда я спрашиваю, что сделать, чтобы переправа работала лучше. Мы, безусловно, активно работаем в этом направлении. На этой неделе у нас работала комиссия Совета Федерации, которая также серьезную поддержку нам оказывает. Мост через реку Лена включен в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока, который сейчас дорабатывается и будет в сентябре на Восточном экономическом форуме доложен президенту Российской Федерации для утверждения. Поэтому мы все усилия прикладываем. Это проект номер 1 для правительства республики. И мы работаем для того, чтобы до конца 2019 года окончательное решение, конфигурация моста были зафиксированы уже в программных документах федерального уровня. Мы видим, что отношение федеральных органов власти меняется. И в целом сейчас все ключевые министерства нас поддерживают. Мы сейчас обсчитываем еще бюджетные эффекты, которые могут возникнуть в результате строительства моста. И они показывают, что мост действительно даст такой взрывной рост и экономики, ну и, конечно, качеству жизни наших граждан. Поэтому мост – самый ожидаемый проект. Я уверен, что совместными усилиями нам удастся довести эту работу до логического результата, и к 2024 году паромная переправа уже будет неактуальным вопросом, поскольку будем ездить по мосту все. Мы тоже очень надеемся на это. Спасибо вам большое, Владимир Викторович, за интервью. Спасибо. Это было актуальное интервью. А я напомню, что сегодня мы говорили о работе паромной переправы через Лену с председателем правительства Республики Саха-Якутия Владимиром Солодовым. До встречи в эфире.